Это Испания научила нас, что человек может быть прав и все же побежден, что дух может проиграть силе, и что бывают времена, когда мужество само по себе не является наградой. Именно поэтому для стольких людей в мире испанская драма стала личной трагедией. Альбер Камю. В горах Гвадарамы в 50 километрах от Мадрида парит Святой Крест Долины Павших. Этот гигантский мемориал погибшим в гражданскую войну в Испании начали строить по приказу Франко в 1940-м, спустя год после окончания Испанской войны, когда в Европе уже вовсю бушевала Вторая мировая. Строили его 18 лет руками заключенных республиканцев. Сроки им за это сокращали, но многие не дожили. Одни не выдержали непосильного труда под открытым небом, в горах Гвадарамы даже летом бывает снег. Другие погибли, когда взрывами пробивали туннель Крипту в горе. Сюда перезахоронили останки десятков тысяч погибших с обеих сторон. В ноябре 1975-го у главного алтаря похоронили и самого Франко. Долину Павших, которая так и не стала символом национального примирения, Франко воздвиг неподалеку от испанской святыни Королевского дворца Эскориал. По странному совпадению, именно здесь начинается действие романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», опубликованного все в том же 1940 году. Отсюда, из-под Эскориала, в его романе «Весной 1937-го» генерал Гольц посылает Роберта Джордана на задание. А кто такой Гольц? Хороший командир. Лучший из всех, под чьим началом тебе приходилось служить. Но должен ли человек выполнять невыполнимый приказ? Прототип генерала Гольца, легендарный генерал Вальтер, как его звали в Испании, поляк Кароль Сверчевский. Кадровый военный, он прошел гражданскую войну в России, окончил академию имени Фрунзе, служил в генштабе Красной армии и одновременно в Коминтерне. В Испанию приехал в декабре 1936-го. Странное белое лицо, которое не брал загар, ястребиные глаза, бритая голова, изможденная морщинками и шрамами. Его портрет в романе Хемингуэя. Когда папу спросили, читал он Хемингуэя или нет, он сказал, читать я его не читал, но я знаю, что это очень хороший пулеметчик. Я его все время допытывалась, пап, ты сильный, пап, ты боишься? Он сказал, нет человека, который бы не боялся. Но один может взять себя в руки, второй нет. Но он говорит, самое страшное на войне – не идти в бой, а посылать в бой. Испанскую войну назовут золотым веком военных корреспондентов. И этими корреспондентами были Хемингуэй и Дос Пасос, Сент-Экзюпери и Оруэлл, Эренбург и Мальро. Все они более-менее ровесники века. Им по 35-38, самый мужской возраст. Время, когда мы в Испании верили в победу, было самым счастливым временем моей жизни, скажет Хемингуэй. Всего через Испанскую войну пройдет 1000 корреспондентов. 5 будут убиты, многие ранены. Эта война научила меня, что такое жизнь и что такое смерть. Я часто вспоминаю раненого английского журналиста. Его привезли с осколочным ранением в груди. И из раны, из грудной полости я извлек написанный им репортаж. Молодой совсем парень. Мне было его очень жаль. Сначала Хемингуэя связала с Испанией коррида. В июле 23-го он приехал в Памплону на фиесту Святого Фермина, знаменитый бег быков по улицам города до арены, коллективную корриду храбрецов. Он полюбил Испанию и Памплону, старался не пропускать июльскую фиесту. Мы пили кофе в кафе «Ирунья», сидя под колоннами в удобных креслах, и смотрели на площадь. Через 2 года он написал «Фиесту», свой первый роман. Хемингуэй стал Хемингуэем. Он был в Испании весной 1931 года, когда король Альфонсо XIII тайно покинул страну после того, как на муниципальных выборах 70% избирателей проголосовали за блок республиканцев. Это была последняя по времени республика, родившаяся в Европе, заметил Хемингуэй, и я верил в нее. Республику лихорадило. 2 Испании поочередно качали ее то вправо, то влево.
Возникла фашистская партия «Испанская фаланга», установившая контакты с Муссолини. Когда на выборах 1933 года победили правые, Хемингуэй написал в журнале «Эсквайр»: «Спектакль с управлением этой страной скорее комический, чем трагический. Но трагедия очень близка». Трагедия разразилась в 1936 году. Парламентские выборы 16 февраля с перевесом всего в 1% выиграли левые партии, объединившиеся в Народный фронт. Противостояние достигло кульминации. Общество поделилось пополам. И тогда на авансцену вышли военные. У заговора было 3 потенциальных лидера – генералы Санхурхо, Мола и Франко. Испания в Первой мировой не участвовала, и карьеру все они сделали в колониальной войне в Марокко. Так, в 33 года Франко стал самым молодым генералом в Европе. К моменту путча ему всего 43, но он уже побывал командующим вооруженными силами в Марокко и начальником генштаба. Поскольку весной 1936-го новое правительство отослало мятежных генералов от греха подальше из Мадрида, то диспозиция такова: Санхурхо в Португалии, Франко на Канарских островах, Мола в Памплоне, столице Наварры. То есть в континентальной Испании один Мола и все нити заговора у него, в Памплоне. В июле 1936-го в Памплоне, как обычно, проходит фиеста. Во все гарнизоны Испании летят шифрованные телеграммы от генерала Молы с 17 в 17, директор. В 5 часов вечера 17 июля 1936 года в испанском Марокко, куда уже направляется с Канар генерал Франко, радио Сеута передает: «Над всей Испанией безоблачное небо». В историю эти слова войдут как сигнал к мятежу. Никто не был готов к гражданской войне длиною в 1000 дней. Они конспирировали так, что одним ударом мы просто захватим эту Испанию, потому что этих либеральных деятелей мы выметим в один момент. А оказалось, что массы-то вышли, а заходить назад не хотят. Массы получают оружие, и массы побеждают военных в городах. И в ходе этих баррикадных уличных боев Испания раскалывается на 2 очага. Один очаг четко контролируется республиканцами, другой очаг четко контролируется мятежниками. В ночь с 18 на 19 июля генерал Мола с балкона главной казармы Памплоны объявил войну. Утром на той самой площади, где столько раз сидел в кафе Хемингуэй и разворачивалось действие его фиесты, собрались 1000 людей. В этот момент генералу Моле позвонил из Марокко генерал Франко. Франко сказал генералу Эмилио Мола, что хотя казармы по всей Испании уже должны были восстать, но они поднялись далеко не везде, и им было оказано сильное сопротивление. Мятеж не удался. Поэтому вот телефону Мола ответил: «Я сейчас нахожусь на площади Кастилия в Памплоне, где 1000 наварцев говорят мне вперед, и я пойду вперед». Франко сказал: «Хорошо, тогда ты двинешься оттуда, а я отсюда». 21 июля генерал Санхурхо, чтобы возглавить мятеж, спешно вылетел из Португалии в Испанию, но самолет его разбился. Заговор остался без лидера. Единственный, кто помогал заговору против республики с самого начала, был Муссолини, который поддерживал фалангу еще с 1933 года. Франко обратился за помощью к Гитлеру. И поверите или нет, но за 5 дней Гитлер, вопреки мнению своих советников, принял решение помочь Франко. Главная ударная сила мятежников, африканская армия Франко, была заперта на Гибралтаре республиканскими кораблями. Гитлер присылает за ней 20 транспортных самолетов «Юнкерс-52». В течение 2 недель они перебрасывают 15-тысячную армию через Гибралтар из Марокко в Испанию. Это был первый воздушный мост в истории человечества. 6 августа армия Франко двинулась на Мадрид. Войска генерала Мола подошли к горам Гвадарама и находились в 60 километрах от столицы. Заговор, пошедший не по плану, перерос в долгую и кровавую гражданскую войну. Со своей стороны республика могла рассчитывать на помощь Франции, где тоже победил Народный фронт. Но Франция не помогла. Почему? Потому что Великобритании не нравилась республика. Англичане были уверены, что в Испании вот-вот произойдет коммунистическая революция. Это была абсолютная чушь, но они верили в это. И республика осталась в одиночестве. До тех самых пор, когда в конце сентября 1936-го Сталин принял решение оказать помощь. Так Советский Союз спас республику. В августе 1936-го в Мадрид первым из советских корреспондентов приезжает Михаил Кольцов. Ему 38. Он один из самых ярких и влиятельных журналистов СССР. Его репортажи из Испании каждый день печатает «Правда».
А еще о нем говорят, что в Испании он глаза и уши Сталина, а потому владеет самым главным – информацией. Спустя полгода он станет для Хемингуэя проводником в лабиринте испанских событий. 21 сентября генерал Франко принимает удивительное решение, которое повлияет на ход всей гражданской войны. Его африканская армия прерывает стремительный бросок к Мадриду и поворачивает на Толедо, средневековую столицу Испании. Здесь, за стенами замка Алькасар, в первые дни мятежа укрылась группа офицеров во главе с полковником Маскардо. В заложники они взяли женщин и детей. Республиканцы окружили Алькасар и попытались выбить из него мятежников. Осада Алькасара длилась месяц. По всему Толедо идет пальба, неизвестно, кто и откуда стреляет, писал Михаил Кольцов. Он едва не погиб при последней отчаянной попытке штурма. 27 сентября колонны франкистов вошли в Толедо и освободили защитников Алькасара. Марокканцы жестоко расправились с республиканцами, пленных не брали. Полковник Маскардо встретил Франко словами: «В Алькасаре без перемен, мой генерал». С военной точки зрения Толедо мог стоить Мадрида, но Франко знал, что войны выигрывают не только оружием. Спустя 4 дня его провозгласили Клаудильо, главой вооруженных сил и мятежного правительства. До Мадрида оставалось менее 90 километров. На Мадрид двинулись 4 колоннами. Тогда и родилось знаменитое изречение генерала Молы: «А 5-я колонна будет ждать нас в Мадриде, шпионы и агенты влияния». Спустя год, осенью 1937-го, в прифронтовом Мадриде Хемингуэй будет писать свою единственную в жизни пьесу «5-я колонна». Пока я писал, в отель «Флорида» попало больше 30 снарядов. Так что если пьеса плохая, то, может быть, именно поэтому. А если пьеса хорошая, то, может быть, эти 30 снарядов помогли мне написать ее. Осенью 1936-го Мадрид стал столицей мира, напряженно ожидавшего, когда город сдадут. Death comes each morning to these people of the town, sent by the rebels from the hills 2 miles away. Why do they stay? They stay because this is their city. These are their homes. Here is their work. This is their fight. The fight to be allowed to live as human beings. Наступающим колоннам регулярной армии противостояли разрозненные отряды народной милиции, 20 тысяч необученных и необстрелянных бойцов. Генералы собирались взять Мадрид к 7 ноября. Мола обещал выпить кофе на Пуэрто-дель-Соль, главной мадридской площади, в годовщину русской революции. В ночь с 6 на 7 правительство республики покинуло Мадрид и эвакуировалось в Валенсию. В этот день Кольцов написал в испанском дневнике: «Сдать Мадрид невозможно, спасти его нельзя». Бабушка моя рыла окопы. Все руководство всех партий, парламентарии выезжали рыть окопы в пригород Мадрида, в Каса-дель-Кампо. Одна из самых ярких ее речей осенью 1936 года: «Они не пройдут, и Мадрид va a ser la tumba del fascismo». Мадрид станет могилой фашизма. Лозунг «Они не пройдут», но пасаран на растяжках появился на улицах Мадрида и стал одним из самых известных лозунгов 20 века. Долорес приехала для нас неожиданно, и я первый раз видела Долорес. Я не могу сказать, что со мной происходило. Это было электричество. Как она говорила, я переводила, я просто не могла сосредоточиться. Это было что-то, по-моему, сейчас мы сказали, из космоса. Это было на всю жизнь. Sí, no pasarán. Мятежники рвались через парк Каса-дель-Кампо к центру Мадрида. Противопоставить этой железной лавине, по словам Кольцова, было нечего. Разрозненные, пестрые по составу колонны. И все же неделя под Толедо дорого обошлась Франко. Республика получила передышку. Прибыли самолеты и летчики из Советского Союза. К Мадриду успели подойти добровольцы интербригад. И случилось чудо, которое происходит со столицами. В ноябре 1936-го они не взяли Мадрид, как немцы Париж в 1914-м и Москву в 1941-м. В конце февраля 1937 года из Нью-Йорка в Европу на пароходе «Париж» отплывал Эрнест Хемингуэй. Он отправлялся в Испанию как корреспондент Североамериканской газетной ассоциации. Незадолго до этого он познакомился с Мартой Гелхорн. Красавица, журналистка с именем, подруга президента Рузвельта и его жены Элеоноры, поедет в Испанию вслед за Хемингуэем. Роман с Мартой окрасит всю испанскую войну.
В 1940 году она станет его третьей женой. В Мадриде Хемингуэй, как и большинство журналистов, поселился на главной улице Гран-Виа в отеле «Флорида». Когда я приезжал с фронта в Мадрид, то останавливался во Флориде. Там был Хемингуэй и Мэтьюс, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», и Дос Пасос. Они спорили о войне, писали свои репортажи. Хемингуэй был уверен, что мы победим, потому что весь мир нас поддерживает. Он просто заражал своим оптимизмом и был полон энтузиазма по поводу обороны Мадрида. Отель «Флорида» стал легендой испанской войны. О нем мечтает в горах Гвадарамы Роберт Джордан в романе «По ком звонит колокол». Его комнаты стали декорацией пьесы «Пятая колонна». Эренбург вспоминал, как в отеле «Флорида» под бомбежками Хемингуэй варил себе кофе на спиртовке, пил виски и писал пьесу. К двери его 109-го номера был пришпилен лист «Работаю, не беспокоить». Но в насквозь прокуренной комнате всегда было полно народу. Военные, журналисты, женщины говорили на всех языках Европы. Солдаты, поэты, искатели приключений круглосуточно толпились во Флориде. Здесь виски и пиво лилось рекой под Пятую симфонию Бетховена и грохот снарядов. В 6 часов утра 22 апреля 1937 года только что угомонившихся постояльцев Флориды разбудил сильнейший взрыв. В коридоры выскочили Хемингуэй и Марта Гелхорн, Джон Дос Пасос, Антуан де Сент-Экзюпери, испанский корреспондент «Пари-Суар». Флорида находилась напротив небоскреба Телефоники, международной телефонной и телеграфной компании, самого высокого здания в Мадриде, облюбованного артиллерией Франко. Здесь же был цензурный комитет, где зарегистрировался Хемингуэй, как и все корреспонденты Мадрида. Материалы они печатали на машинке в 2 копиях и отдавали цензору. Связь с миром осуществлялась по телефону. Всего 2 линии, через Париж и Лондон. Корреспондент громко читал репортаж, а рядом сидел цензор и сверял текст по своей копии. Если что-то не совпадало, он просто нажимал на кнопку, и связь прерывалась. Университетский городок Мадрида, куда прорвались франкисты, был почти полностью разрушен. Бои шли за каждый факультет. Хемингуэй часто приезжал сюда. В Мадриде он был не только репортером, но работал вместе с голландским режиссером Йорисом Ивенсом над документальным фильмом «Испанская земля». Хемингуэй написал текст к фильму и сам его прочитал. This is a true face of men going into action. It is a little different from any other face that you will ever see. Men cannot act before the camera in the presence of death. Киногруппа выезжала на позиции каждое утро. Здесь их пути пересеклись с советским оператором Романом Карменом. Хемингуэй, Ивенс и оператор Джон Ферно шагали с камерой по окопам. Цель у них, как и у меня, была одна – снять боевые кадры, вспоминал Кармен. «Это вторая атака за последние 4 дня, которую я наблюдаю так близко», – писал Хемингуэй. «От того, что в молодости пришлось повидать Первую мировую, я знал, что Ивенс и Ферно будут убиты, если они и дальше будут так рисковать». Хемингуэй предложил выпить виски из своей знаменитой фляжки за русских танкистов. Кармен сунул свою не менее знаменитую лейку пробегавшему мимо адъютанту Лукача Алёше Эйснеру, и тот их щелкнул. Хемингуэй, Ивенс и Кармен в короткую передышку между фронтовыми съемками. Хемингуэй очень любил кино и операторов. Он с большим теплом относился к отцу. В Испании в то время было много кинематографистов, в том числе и Йорис Ивенс, который снял замечательный фильм вместе с Хемингуэем. Мне кажется, что Роман Кармен немножко с чувством ревности относился к этому фильму. Ивенс совсем по-другому работал, нежели наш документалист. Это была западная манера. Но, тем не менее, между ними были очень дружеские отношения. Такого всплеска личной солидарности с локальной гражданской войной человечество не знало ни до, ни после. С первого дня на защиту республики в Испанию рвались добровольцы за свободу. Но официально решение о создании интербригад было принято Коминтерном в сентябре 1936-го. Перевалочным пунктом стал Париж. Оттуда их переправляли через Пиренеи в Испанию, в городок Альбасетте, центр формирования интербригад. «Нас собрали на арене для быков», — вспоминал адъютант генерала Вальтера. Батальоны, из которых составляли интербригады, носили имена Тельмана, Домбровского, Чапаева, Гарибальди. Всего интербригад было 7, но первая получила 11-й номер. В республиканской армии уже было 10 испанских бригад. Едва прибыв в Мадрид, Хемингуэй отправился на фронт под Гвадалахару.
Там под Гвадалахарой завязалась его дружба с интербригадами. Чаще всего он приезжал в штаб 12-й, литературный. Ее командиром был венгерский писатель Мате Залка, в Испании генерал Лукач. В Первую мировую он был в австрийской армии и обожал «Прощай, оружие» и самого Хемингуэя. Комиссаром 12-й интербригады был немецкий писатель-антифашист Густав Реглер. Хемингуэю понравился и русский адъютант Лукача Алеша Эйснер, сын белого эмигранта, приехавший из Парижа защищать республику. А его другом стал главврач бригады Вернер Хейльбрун. Ночью после съемок мы приезжали в бригадный госпиталь, и нас кормили и давали нам бензин. А потом мы засыпали мертвым сном, а он шел делать свою работу. Гвадалахара стала первой победой республиканцев. К началу марта Муссолини перебросил на помощь Франко 35-тысячный итальянский корпус. 3 свежие итальянские дивизии перешли в наступление вдоль главного шоссе, соединявшего Мадрид с Барселоной. Если бы они захватили Гвадалахару, то могли бы в несколько дней взять Мадрид. Дивизии итальянцев двигались в затылок одна за другой по узкой долине между горным хребтом и берегом реки Тахунья. Поэтому на перешейке их удалось взять в клещи значительно меньшим силам республиканцев. К изумлению всего мира, только что сформированные испанские части, советские танки и интербригады разбили под Гвадалахарой регулярную итальянскую армию. Итальянцы побежали, побросав технику, сотни были захвачены в плен. «Я был с Хемингуэем у Гвадалахары», – писал Оренбург. «Он знал военное дело, быстро разобрался в операции. Смотрел, как выносили из окопов ручные гранаты итальянцев, и усмехался. Побросали все, прям как в Первую мировую. Узнаю». Хемингуэй приехал сюда, в Бригуэгу, и вместе с другими репортерами осмотрел это место, где был разбит итальянский корпус в результате контратаки республиканцев и танкистов полковника Павлова. Хемингуэй назвал этот поворот на шоссе самым опасным поворотом в мире, потому что здесь погибли сотни итальянцев. В Бригуэге Кольцов свел Хемингуэя с героем Гвадалахары Энрике Листером, знаменитым испанским командиром, которого тот потом упомянет в своем колоколе. Оказалось, что испанский Чапаев знал русский язык, потому что несколько лет жил в СССР и учился в военной школе Коминтерна. Естественно, отец не читал «Прощай, оружие». Он даже не знал о том, что существует такой человек, как Хемингуэй. Но потом ему сказали, это знаменитый писатель. И мне потом отец сказал, я увидел здорового, такого хорошего парня. Хемингуэй видел в Листере человека близкого ему, человек-авантюрист. Когда я говорю «авантюрист», я употребляю это слово не в русском смысле, а в французском. В смысле, человек, который любит приключения, который не боится, который так идет в бой. С самим Кольцовым Хемингуэй познакомился сразу же, как только приехал в Мадрид. Слишком ключевой фигурой был в Испании Кольцов. Обойти невозможно. В романе «По ком звонит колокол» ему посвящены многие страницы. Советский журналист Карков, как называет его в своей книге Хемингуэй, самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Кольцов, как и другие русские в Мадриде, жил на улице Альфонса XI в отеле «Гейлорд». «У ворот Гейлорда стоят часовые с примкнутыми штыками», – писал Хемингуэй в романе. «И сегодня вечером это самое комфортабельное место в осажденном Мадриде, единственное, где можно вкусно поесть, слишком роскошное для военного времени». У Гейлорда ему не понравилось, а Карков понравился. По-видимому, Кольцов тоже знал цену Хемингуэю, потому что сделал невозможное. Свел его, американского корреспондента, с легендарным Хаджи Мамсуровым, майором ГРУ, военным советником штаба республиканской армии, организовавшим в Испании партизанское движение, специальный диверсионный 14-й корпус. И Хемингуэй из первых рук получил информацию для будущего романа. На Испанской войне Мамсуров познакомился с Паулиной Абрамсон, или Линой Аргенти, как ее называли в Испании. Она станет его переводчицей и женой. Моя сестра описывает вот эту встречу. Хаджи не очень хотел встречаться. Это все-таки 1937 год. Он не знал, что такое Хемингуэй. Кольцов, который очень дружил тогда с Хемингуэй и со всеми журналистами, которые отражали события гражданской войны, очень уговаривала Хаджи встретиться с Хемингуэй. И первая встреча, как Лина рассказывает, это было в гостинице «Флорида», где
У Хемингуэя был свой номер, который все приходили, и журналисты, и наши советники. Первое, что сказал Хажи Кольцову, мне не очень нравится то, что у него так много бутылок. Я, как осетин, не привык к этому. Конечно, Хемингуэй не знал, что он встречается с советским разведчиком. Для него, как и для всех в Испании, Мамсуров был полковником Ксанти, македонцем. После Флориды 3 дня подряд Хемингуэй и Мамсуров разговаривали на плохом испанском с 6 вечера до ночи в ресторанах или прогуливаясь по Мадриду. Из этих разговоров с профессиональным подрывником и родилась в романе точная схема взрыва моста. Хажи на вопросы Хемингуэя отвечал то, что его интересовало, как раз о партизанах, которые действовали тогда в тылу. Лина рассказывает, что он не давал никаких фамилий, некоторые имена, Мария, там Эвсебио, и Хемингуэй все это записывал. В июне 1937-го Хемингуэй уехал в Штаты. Была премьера «Испанской земли» в Белом доме и в Голливуде. Надо было собрать деньги для республиканцев. Кино показали и на Конгрессе американских писателей, где Хемингуэй выступил со страстной речью против фашизма. В Америке его застала весть, что в бою под Уэской убит генерал Лукач. Ему был 41 год. Хоронили его в Валенсии. Весь город вышел на улицы. В том же бою погиб главврач 12-й бригады Вейнер Хейльбрун, был ранен Густав Реглер. Хемингуэй еще трижды возвращался на Испанскую войну. Он не мог дышать без воздуха Мадрида. Особенно его интересовал батальон Линкольна, составленный из американских добровольцев. 3500 молодых американцев, в основном студенты левых коммунистических убеждений, приехали в Испанию, чтобы сражаться за свои идеалы. Военной подготовки у них не было. Боевое крещение они получили в битве при Хараме, а затем стали ударной силой республиканской армии при взятии Бельчитте, Теруэля и в последнем отчаянном сражении республиканцев на реке Эбро. Батальон Линкольна сражался в составе 15-й интербригады. Я был полевым хирургом в 15-й бригаде. Там было много студентов, англичан и американцев. Они были идеалистами. Это была последняя война за идеалы. У нас был водитель. У него была привычка. Когда начинался авианалет, юнкерсы и мессершмитты бомбили, он садился на землю и смотрел в небо. Это было в конце войны. Ему осколком оторвало голову. И я нашел водителя, а рядом его голова. Это было страшно. Он был из батальона Линкольна, этот шофер. Дома водил автобусы из Нью-Йорка в Нью-Джерси. Хемингуэй шел по следу батальона Линкольна. В сентябре 1937-го вместе с Мартой Гелхорн ездил на Арагонский фронт, где республиканцам удалось взять Бельчитте. Когда Франко победил, он не стал восстанавливать Бельчитте, небольшой городок неподалеку от Сарагосы, несколько раз переходивший из рук в руки, и оставил его как памятник гражданской войны. При взятии Бельчитте особенно отличился командир батальона Линкольна Роберт Мерриман, профессор Калифорнийского университета. Его считают одним из прототипов Роберта Джордана в романе «По ком звонит колокол». Даже имена у них одинаковые. Заключительную атаку возглавил Роберт Мерриман, писал Хемингуэй в репортаже из Бельчитте. С черным от дыма лицом он пробивал себе путь гранатами, хотя 6 раз был ранен осколками в обе руки и лицо. Командовал операцией генерал Вальтер. Он приезжал на позиции, ему там говорили, что вот, стреляют там туда-сюда. Он говорил по-французски, это нормально, это война. Когда он приезжал уже в другие части, все говорили, это генерал Вальтер, значит, все нормально, просто это война. В декабре 1937-го Хемингуэй вместе с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» Гербертом Мэтьюзом и самым знаменитым фотографом этой войны Робертом Капой каждый день ездил из Валенсии к линии Теруэльского фронта. Сотни миль на машине. Неожиданно появился в Барселоне